La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي، يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي، حلى أوقاتي، يا رب صلاتي تقبلها عطول، ما أحلى حجابي. روب السلام عليكم. يوم مبارك بقى. يوم مبارك. شو اسمه بعد كده؟
Ислам имеет 5 столпов. Столпы ислама – это фундамент, на котором построена наша религия. Первое – свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Второй – соблюдение намаза, молитвы. Третий – выдача заката, обязательного пожертвования. Четвертый – пост в месяц Рамадан. Пятый – совершение хаджа, паломничества к заповедному дому Аллаха. Разъяснение основ ислама. Первое. Свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Ля иляха илляллах, Мухаммада Расулуллах. Смысл этого свидетельства заключается в твердом убеждении, подкрепленном произношением, что Аллах – единственный и истинный объект нашего поклонения. У него нет сотоварищей, соучастников и партнеров, и что Мухаммад – его раб и посланник, миссия которого заключается в доведении до нас послания от Аллаха. Второй – соблюдение намаза, молитвы. Намаз – это особый вид поклонения Аллаху, который должен совершаться в соответствии с тем, как нас научил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в определенное время и строго оговоренным способом. Ислам велит нам совершать 5 обязательных молитв, часть из которых приходится на светлое время суток, а часть на темное. Намаз становится причиной того, что сердце человека раскрывается. Намаз успокаивает человека, усиливает его разум, бодрит тело и отгоняет лень. А самое главное, намаз создает постоянную и регулярную связь между рабом и его Господом Всевышним Аллахом. Третий. Выдача заката. Этот вид поклонения Аллаху совершается путем обязательного пожертвования части своего имущества в пользу тех, кто в нем нуждается. Мусульманин должен выделить лишь определенную шариатом очень небольшую часть своего имущества и раздать его тем, кому оно полагается. Четвертый. Пост в месяц Рамадан. Это поклонение Аллаху путем воздержания от пищи, питья и половой близости в дневное время месяца Рамадан. Пост должен соблюдаться с начала рассвета и до захода солнца, и так на протяжении всего Рамадана. Пост очищает сердце мусульманина, воспитывает его дух, возвышает его, отучает от мелочности в потребностях, приучает его претерпевать трудности и лишения, оставлять привязанности души к мирским усладам ради довольства Аллаха. Пятый. Совершение хаджа. Этот вид поклонения заключается в паломничестве к дому Аллаха, священной Мекке, для совершения обрядов хаджа. Каждый мусульманин обязан хотя бы один раз в жизни совершить хадж к дому Аллаха, если у него имеется такая возможность. Таким образом, устанавливается непосредственная связь с Богом, исключающая участие каких бы то ни было посредников. Ислам не является новой религией. По сути дела, он представляет собой то же самое послание и руководство, которое Аллах ниспослал всем пророкам.